Ты уже слышал про Пушкинскую карту, по которой за счет государства ты сможешь посещать культурные учреждения твоего и других городов? Теперь тебе доступна такая обширная культурная программа. Но если тебе от 14 до 22 лет, имей это в виду. Как ее получить? Тебе понадобится подтвержденная учетная запись на госуслугах. Бери свой смартфон, скачай приложение «Госуслуги Культура», потом авторизуйся через свою учетную запись госуслуг. Это просто. Главное, введи нужные данные. Ну и вот, осталось подтвердить выпуск твоей личной виртуальной Пушкинской карты. Подтверждай выпуск, и она твоя. Все, теперь веди себя культурно. А куда именно, выбирай из мероприятий, которые доступны по Пушкинской карте. Это можно сделать в приложении «Госуслуги Культура» или с помощью афиши на портале kultura.rf. Здравствуйте, дорогие товарищи! Начинаем наше торжественное собрание. И приглашаются методисты исторического парка. Товарищ Борисов Виктор Борисович, Барабанский Саян Андреевич, Герасимов Александр Григорьевич, Жайлойбаева Саргылана Петровна, Итак, товарищи, пожалуйста, присаживайтесь. Начинаем собрание. И товарищ Борисов Виктор Борисович приглашается на трибуну с лекцией «Первые достижения автономии». Пожалуйста, Виктор Борисович. Здравствуйте, товарищи. Обычно партия или группа людей, пришедшая к власти, имеет свое видение, программу для развития страны. У партии большевиков есть программа, учения, которые стали претворяться решительно в жизнь. После гражданской войны 20-х годов в Якутии началось восстановление, а потом строительство пострадавшего в годы лихолетия народного хозяйства. В первую очередь приняты меры по улучшению жизненных условий населения. Это развитие социального обеспечения. В первую очередь начато всеобщее бесплатное просвещение населения начальным образованием через ликбезы. Принята задача научить безграмотное население, которое является подавляющим большинством, читать, писать и читать. Новая власть за короткое время ликвидировала безграмотность, охватив начальным, а потом и средним специальным образованием большинство населения страны. Развивается подготовка кадров, наиболее способных, активных людей отправляют в центральные города страны, например, в Москву, Коммунистический университет имени Свердлова, для подготовки руководящих кадров или в консерваторию, как Марка Жиркова, например. Специалистов обучают всего лишь от 1 до 3 лет. В стране срочно нужны кадры, поэтому приходится форсировать обучение. По постановлению Совета народных комиссаров с августа 1922 года в школах первой ступени республики с преобладающим составом якутских детей ведется обучение на якутском языке, а в школах второй ступени якутский язык для владеющих якутским языком включается как обязательный предмет. Проводится планомерно политика якутизации населения. В сентябре этого же года Якутский Центральный исполнительный комитет постановил о переходе делопроизводства на якутский язык. Созданы комиссии по приему экзаменов
на знание якутского языка. По ее итогам проводится аттестация по соответствию служащих занимаемой должности. Создателем якутского алфавита на основе латиницы является лингвист Семен Новгородов. Решен земельный вопрос, волновавший многих. Разумеется, приятен он для тех, кто нуждался в земле более всего. Решался этот вопрос путем конфискации земель у богатого сословия и разделения земли между неимущими трудящимися. В 1929 году, в феврале, Всеякутский 6-й съезд Советов постановил начать земельную реформу, в результате которого у крупных землевладельцев были изъяты их земли в размере 150 тысяч га. Эти земли были переданы малоземельному бедному населению. В 20-х годах государством проводилась новая экономическая политика, по которому поощряется коммерция, выдаются суды. Первый нарком земледелия Семен Николаевич Донской I занимается этим вопросом. Надо отметить, что эта экономическая политика привела к увеличению благосостояния части якутян. Так, например, в 1929 году в Южной Якутии уже есть свыше 1200 семей, хозяйств, имеющих более 30 голов скота и больше. В среднем доход одного хозяйства равняется 200 рублей золотом. Существенно снижен сельхозналог, а население северных округов и вовсе освободилось от ее уплаты. В годы новой экономической политики коренным малочисленным народам Севера государством было выделено больше 1 миллиона 400 тысяч рублей помощи. Все народы Севера освободились от налогов на доходы от промыслов и ремесел, от сельхозналога, от налога на имущество, от налога с оборота предприятий. Развивается кустарная промышленность. В 1928 году в Якутии есть 2975 кустарей, которые сделали валовую продукцию на сумму более 3 миллионов рублей. Развивается торговля. Так, в годы новой экономической политики в республике работает свыше 800 частных торговых предприятий с оборотом свыше 8 миллионов рублей. Работает 1923 года общество «Салгабыл», которое выдает сельскохозяйственные кредиты населению техникой и деньгами. 22 декабря 1924 года начат курс на улучшение условий жизни для женщин. Отменен Колым, проводится всеобуч, где женщины получают образование. Женщины стали избираться в органы власти. Начиная с середины 20-х годов, в репертуаре любительских спектаклей вовсю звучит женская тематика. Ставились такие пьесы, как «Коммунистская вера», «Из жизни улусной женщины» и так далее. С отменой Колыма многовековые устои традиционного патриархального якутского общества были нарушены. Из простой хранительницы домашнего очага, домохозяйки, якутская женщина постепенно втягивается в водоворот решений общественной жизни Якутии. Известна первая руководительница из якутских женщин Софья Сидорова. Начинала она инструктором женского отдела Якутского окружного комитета в 1923 году и в 1938 году стала председателем Президиума Верховного Совета Якутской автономной Советской Республики. А ведь была простой батрачкой Убаев. Для проведения культурных преобразований молодой республики, которая известна в истории под названием «Культурной революции», создавались общественные организации Сахамук, Ирасолох,
Большевики проводят разъяснительную работу, лекции, что надо улучшать жилье, быт, приобретать повсеместно рукомойники, отделять катоны от юрт и так далее. Родилась советская якутская литература, основал Платон Алексеевич Левцов, Аюнский. В это время начала расти плеяда якутских советских писателей, таких как Эрли Керстин, Эллей, Аммачигия, Сорона Моллон, Күнни Курстиров, Күнде, Кудрин Абагынской, Без Джарахан. Развивается театральное дело. Один из основателей якутской литературы, Аним Падис Сафронов, является руководителем театрального дела республики, сопредседателем культурно-просветительского общества Сахомук, редактором первой советской газеты на якутском языке «Манчары», членом учредителем Якутского научного исследовательского общества Сахакескеля. Сафронов также является основателем и редактором первого литературно-художественного журнала «Чолбон», первым директором Сахатеатра и председателем Госкино Республики. Культурная революция большевиков таким образом выражается не только в проведении мер всеобщего образования, но и комплексном развитии сферы культуры. В целом надо сказать, что первые основные преобразования якутской советской автономии сказались позитивно на социально-культурном развитии населения Якутии. Спасибо. Спасибо, товарищ Борисов. Давайте поаплодируем. Итак, с принятием автономии в Советской Якутии была создана система всеобщего образования на якутском языке. Был придуман алфавит на основе латиницы. И сейчас на эту интересную тему на трибуну приглашается товарищ Барановский Саян. Пожалуйста, Саян, с выступлением «Латиница в якутском языке». История развития якутской письменности отсылает нас к началу XX века, когда Новгородов предложил в рамках своей просветительской общественной работы латинскую раскладку алфавита. Дальнейшее развитие и идея распространения этого направления работы получила в 1924 году с постановлением Президиума ЯЦИК от 16 февраля. Организован Совет якутской письменности под председательством Платона Алексеевича Аюнского. В феврале же 26 года эта идея получила развитие на общетюркской конференции в Баку, когда все народности собираются для того, чтобы определить стратегию форсированного распространения грамотности, и в вопросах стоял выбор этого самого направления. Основным результатом дискуссий стало то, что народы пришли к консенсусу в принятии латинской раскладки, отметая варианты оставления арабской вязи у некоторых восточных народностей. Преимущество над остальными раскладками латинской озвучивалось в отсутствии царского контекста, буржуазного и эксплуататорского прошлого, удобство перехода письма на разные стили, как печатной, так и прописью, легкость понимания. Тюркоязычные народы в лице
крымско-татарского поэта из Украины Бекира Вааповича Чобан-Заде выражали также солидарность в вопросе перехода на латинскую раскладку, аргументируя собственную оппозицию минимальной актуальностью для тюркских народностей, проживающих преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Практически сразу после конференции 19 марта 28 года в президиуме ЯЦИК создан комитет якутской письменности. 13 октября приступает к работе в качестве ученого секретаря комитета Гаврил Васильевич Байшев, выпускник того же Ленинградского института живых восточных языков, где ранее обучался Новгородов. Через руки ученого секретаря проходила вся обширная организационная работа комитета по подготовке нового проекта унифицированного якутского алфавита в соответствии с положениями, принятые еще в городе Баку 26 года. В работе комитета в разное время ближайшее участие принимали и Исидор Барахов, и Василий Леонтьев. Комитет якутской письменности работал в тесной связи со Всесоюзным Центральным комитетом нового тюркского алфавита. Якутизация, впоследствии коренизация аппарата всеобуч в школе на родном языке и переход на унифицированный латинский алфавит – суть явления одного корня, одной политики расцвета культур ранее угнетенных наций. 9 марта 1929 года президиум ЯЦИК вынес историческое решение о переводе якутской письменности к унифицированному уже тюркскому алфавиту. Если ранее в 1917 году Новгородов принимал ее в соответствии с фонетическими нормами, то есть записывалось так, как и слышалось, то сейчас же уже все установленные правила для понимания всех практически народов тюркоязычных было решено. Пример, которого можно увидеть на данном слайде. Этим языком станут пользоваться в ближайшие десятилетия до постепенного перехода на кириллицу. И по существу своей она выполняет все функции по полной ликвидации безграмотности в молодой Якутской республике. У меня на этом все. Благодарю за внимание. Спасибо, товарищ Барабанский, за интересную лекцию. А теперь я хочу возвратиться к лозунгу предыдущего товарища, как сказал Борисов Виктор Борисович, женщина тоже человек. И этот лозунг особенно серьезно повлиял на особенности моды 20-х годов. Усилилась женская эмансипация, интеграция, и для женщин раскрылась ранее недоступная сфера прекрасного. И на эту трибуну приглашаем кандидата исторических наук, товарища Петрову Светлану Ивановну. Пожалуйста, Светлана Ивановна. Лекция о моде 20-х годов. Здравствуйте, товарищи. Сегодня мы поговорим
на тему, что представляет собой одежда якутов начала XX века. Я воздержусь назвать слово «мода», потому что как такового понятия якутской моды в то время не было. Появлению новых видов одежды у якутов способствовали широкое распространение привозных материалов, и в городской среде интенсивно шло внедрение русской городской одежды. Так появились платья нарядные, мужские, женские халадаи, жилеты, онолоксон, шляпы, платки и другие. И в будничной обстановке якуты часто носили одежду русского покроя. Одежду якутов конца 19-го, начала 20 века сегодня можно проследить по материалам визуальной антропологии того времени. То есть по фотографиям тех исторических времен, где запечатлена интеллигенция, и, конечно, по сохранившимся в музейных и частных коллекциях того времени. Семейное фото из архива старых фотографий 1890-х годов семьи Василия и Никифоровича и Екатерины Максимовны Ксенофонтовых убедительно доказывает, что общий облик костюмов полностью изменился, крой и фасон одежды русифицировался, появились элементы русской городской одежды, и также европейские элементы, как отделка платья в виде пышной оборки из легкой ткани или кружева, называемого жабо, отложные воротники, прорезные и накладные карманы. В декоре появляются защипы, встречные и односторонние складки, пышные буфы на рукавах. Семья Ксенофонтовых была зажиточная. Дети и родственники ездили учиться и работать за пределами республики. И поэтому, например, младшая дочь Евдокия Ксенофонтова, одной из первых женщин-якутов, надела брючный костюм. Фасон пиджака очень оригинален, имеет большой воротник типа апаш. В женских халадаях нижнюю часть фалды оформляли очень оригинально, треугольным кроем и настрачивали широкими атласными лентами. Женские свадебные платья шили из широкого ассортимента дорогих тканей, атласа, китайского шелка типа шанжок или канфы. В цвете женского костюма преобладал уже классический белый, как и у многих европейских свадебных костюмов. На фото справа вы видите свадебную одежду сына родного брата Василия Никифоровича Иннокентия Ксенофонтова, Николая и его невестки Марфы, которая прожила до глубокой старости, и в народе ее называли Кагылкамис Троскалах Мяхсин, бабушка золотой тросточкой. На фото Николай был одет в сюртук, очень модного в то время двубортной одежды, талию, длинными полами. Под сюртюком у него, видимо, был жилет и белая рубашка с накрахмаленным воротником. А Марфа в легком женском костюме, халадая с жилетом, и голову ее украшала фата из прозрачного, легкого воздушного материала. В декоративной отделке использовали универсальные
виды завозных отделочных материалов, шелковой нити, стеклярусов, китайскую тесьму с бисерной отделкой, кружевную тесьму и кружевные полотна. Более поздние варианты холодая местных якутских швей тоже претерпели изменения в декоре. Это явление можно объяснить влиянием одежды рядом проживающих народов, которые были распространены повсеместно, благодаря широкой ярмарочной торговле. Эти женские костюмы из фондов Теркёвского музея и Российского этнографического музея. Здесь мы видим использование в декоре холода и безрукавка оригинальных тесемок с помпончиками и бахромой. Женщина на лохсон в жилетах, женские и мужские на лохсон, короткие женские купайсон и женские жилеты имели одинаковый крой. Разница была только в длине и отсутствии рукавов жилетов. Женщины в рукавах, холодаев и верхней одежде появились широкие пышные буфы, тоже широко распространенный прием отделки в европейских платьях. Большие буфы на рукавах у якутов подчеркивали состоятельность владельца. Васлав Серышевский отметил, что величина сборки, которая образует буф на рукавах, зависит от состоятельности и щегольских наклонностей носящего. И у почетных богатых князей и княгинь буфы достигают иногда уродливых размеров. Алёкминские красавицы выписывали шляпы прямо из Парижа. Об этом подтверждают фотографии известного фотографа, того алёкминского фотографа Еремея Риска. С распространением Петровых и других нарядных видов шляп у бедного населения появились шляпы из конского волоса. В музейных фондах можно обнаружить и модные шляпки, таблетки, и шляпы с широкими полями из птичьих шкур. Обычно использовали шкуру гагары и селезня. Покрой и фасон детской одежды полностью совпадал с фасоном одежды взрослых. Отличие заключается только в большой пестроте и обилию всевозможных украшений. А теперь давайте посмотрим коллекции наших мастериц, реконструированные из старинных фотографий и материалов из частных и музейных коллекций. Свадебный праздничный комплект, сшитый из фотографий семьи Ксенофонтовых 1890 года. Платье холодай сшит из белого муара. Жилет фассет из белого жаккарда, отделаны кружевами и дополняются кружевными жабо, брошками, серебряными украшениями, браслетами с цепочками, нагрудными часами на цепочке. Для часов на жилете нашиты маленькие карманы. Фата сшита из белого капрона, украшена кружевной диадемой с бисером. А мужской двубортный сюртук сшит из костюмного материала, рубашка из белой вискозы, дополнен белым галстуком подвязкой из атласного жаккарда. Костюмы сшиты Архиповой Инной Владимировной из села Чкаловка Кандаласского улуса. Коллекция выходной одежды семьи Ксенофонтовых. Мастера народно-художественных промыслов Республики Саха-Якутия Фадеевой Анисии Кузьминичны Дайдуна. Нарядные костюмы и платья семьи купца Василия Никифоровича, конец XIX века,
шитье, реконструкция из старинных фотографий, костюм матери Ксенофонтовой Екатерины Максимовны и дочерей Елены, Татьяны и Евдокии, шитые из шелковых и жаккардовых тканей, отделано кружевами, использован двухъярусный покрой основы, отделано широкой бейкой. Костюм украшают аксессуары, кружевное жабо, шляпки-таблетки и перчатки. Коллекция Егоровой Алданы Иннокентьевны, народного мастера Гусалданского улуса. Реконструкция старинного пальто Фонолоксон из фонда Якутского государственного объединенного музея имени Емельяна Ярославского. Принадлежала Артамоновой Аграфене Никифоровне, уроженке западно-кангаласского улуса начала XX века. Тафта, вискоза, бархат, шитье. Реконструкция женского нарядного комплекта платье-холодай-кегетчик. Старинное платье-холодай из экспоната Тандинского историко-архитектурного музея, принадлежавшей Егоровой Татьяне Дмитриевне, второй жене Заболоцкого Василия Леонтьевича, главы Байгантайского улуса. И третий костюм, женский нарядный комплект, платье-холодай-кегетчик, принадлежавший Мордовской Надежде Иннокентьевне, старшей дочери Заболоцких Иннокентия Петровича и Елены Прокопьевны, из фонда «Ретросклад». Шелковый жаккард, поплин, льняное кружево, шитье. Еще раз представляем вам костюмы начала XX века. Огромное спасибо, Светлана Ивановна. И какие замечательные наряды были, мы убедились. Прекрасное не умирает, прекрасное только зарождается. Спасибо еще раз товарищу Петровой и Светлане Ивановне. Поаплодируем. Что ж,
А как же дела обстояли в сфере денег? Как шло налаживание финансовой системы в молодом советском государстве? Об этом мы услышим от товарища Герасимова Александра. Герасимова Александра, пожалуйста, Александр. Как произошла денежная реформа в 20-е годы прошлого столетия? Крах Российской империи, гражданская война и политика военного коммунизма, которые привели к гиперинфляции, вследствие чего выросла резкая эмиссия денег, и из года в год рос дефицит бюджета. В частности, в 2020 году дефицит бюджета составил около 1 триллиона рублей. Деньги фактически потеряли свою стоимость. К 2021 году стоимость 100 тысяч советских знаков равнялась 1 дореволюционной копейке. Также в обращении находилось множество денежных знаков, как царские, керенки, и в том числе советские, а также денежные суррогаты, которые имели хождение и во многих областях бывшей Российской империи. Страна практически перешла к натуральному обмену, что являлось полным свидетельством разрушения финансовой системы. Говоря же о Якутии и о винных деньгах, о которых мы сегодня поговорим, все-таки стоит начать именно с биографии того человека, который именно эти винные деньги ввел. То есть об Алексее Алексеевиче Семенове. Алексей Алексеевич Семенов родился 12 марта 1882 года в селе Тамир Кяхтинского района Бурятии в многодетной крестьянской семье. В 1897 году, после окончания Троицко-Савского 4-классного городского училища, он работал письмоводителем у мирового судьи, мелким служащим конторы торгового дома Коковин и Басов, который располагался в нашем городе. В 1903 году он был переведен бухгалтером в якутский филиал торгового дома, а через 10 лет возглавил его. Под его управлением отделение торгового дома заняло ведущее место на рынке Якутии. Они торговали хлебом, чаем, табаком, хозяйственными товарами. Из Якутии вывозились крупные партии пушнины, мамонтовой кости и другой сельскохозяйственной продукции. На золотых промыслах Алекма, Витима и Вилюя доверенные Семенова скупали золото и платину. Перед революцией торговые обороты отделения достигли 3 миллионов рублей. Вы можете здесь видеть торговый дом Коковин и Басов, который располагался на территории города Якутска. Так. Дальше, если мы говорим о винных деньгах, то в годы гражданской войны Якутия оказалась в очень сложных условиях, то есть шла ожесточенная классовая борьба, сменялись власти, ощущался острый недостаток денежных знаков. И в трудном 18 году Алексей Алексеевич Семенов принимает важное решение – организацию Якутского товарищества розничной торговли. Замену нехватавшим денежным знаком Алексей Алексеевич Семенов нашел на каком-то местном складе, то есть это был запас винных этикеток. А этикетки давались покупателю отдельно, так как вино в России часто разливалось в бутылки без этикеток, а этикетки давались покупателю отдельно, как свидетельство качества напитка. Говоря же о том, что 90% населения тогдашней Якутии было безграмотным, эти этикетки прекрасно подошли на роль денег. По воспоминаниям, эти винные деньги начали хождение примерно... Было принято решение где-то в конце 18-го, начале 19-го года. А сами этикетки начали выпускаться именно в 19 году. Хоть эти винные деньги и не являлись общеобязательными, они, по-видимому, имели широкое хождение на территории Якутии, наряду и с другими денежными знаками, которые были на территории бывшей Российской империи. О самих винных деньгах коллекционеры впервые узнали после публикации рассказа Максима Горького, который он написал в 1929 году. Публикация сама произошла в 1960 году в журнале «Новый мир». То есть в этом рассказе Максим Горький писал о самом Алексее Алексеевиче Семенове и об его винных деньгах. Если же говорить, как они у него оказались, то еще в 2012 году Максим Горький познакомился с Алексеем Алексеевичем Семеновым на Капри. И еще долгое время он вел с ним переписку. В частности, он пишет, Максим Горький:
то есть Алексей Алексеевич Семенов к Максиму Горькому писал следующее. «Прилагаю мои прежние разменные знаки, с которыми было немало курьеза. Здесь эти знаки ходили в 19 году». На что ответил Максим Горький ему: «Грустные минуты я люблю вспоминать о вас и рассказываю вашу жизнь другим. У меня сохранились ваши деньги, этикетки с бутылок вина. Это большая редкость». Говоря об описании винных денег, то можно отметить то, что сохранилось до нашего дня 3 номинала, то есть это первый номинал от вина Мадера номиналом 1 рубль, Кагор, то есть это номинал 10 рублей, и Апорто номиналом 25 рублей. То есть, вообще, если вот говорить об описании этих денег, сейчас вот мы включим вам. Вот, купюра номиналом в 1 рубль представляла из себя следующее. На каждой купюре вообще Семенов делал собственноручные записи. То есть предъявитель имеет получить от Якутского товарищества розничной торговли 1 рубль. Также следующее уполномоченное товарищество Семенов. Подлинность этих денег обеспечивалась печатью организации и личным вручательством Алексея Алексеевича Семенова, почерком, подписью и штемпелем. Вообще, если говорить о фигуре Алексея Алексеевича Семенова, и как писал известный ученый Обручев, он назвал его выдающимся человеком, который именно был развит практически, в принципе, он осваивал все области науки и нашей жизни. В частности, он еще в 20-е годы предлагал построить столицу республики, то есть не на том месте, где она сейчас стоит, а именно на 100 километров южнее, на противоположном берегу реки Лены. То есть это фактически являлось бы самым подходящим решением, но, к сожалению, чего не произошло, того не произошло. Говоря, вот, допустим, о той же самой добыче золота, он еще предсказал это за 10 лет до открытия золотых приисков на том же самом Алдане и Колыме. Как, скажем так, житель города Якутска, он в свое время был инициатором многих проектов, в том числе электрификации города, ведения телефонной связи. Однако это встретило сопротивление отцов города. Но несмотря на все это, он сумел пробить свое решение, и это, в принципе, получилось. В частности, он также еще построил, ну не построил, а сформировал архитектурный план города Томмот, который находится в республике и поныне. То есть он в 23 году состоялся конкурс, на котором участвовали как профессиональные архитекторы, так и сам Алексей Алексеевич Семенов. И несмотря на то, что Алексей Алексеевич Семенов профессиональным архитектором не был, но именно его проект выиграл этот конкурс. После образования в 22 году самой республики он в течение с 23 по 33 год, то есть в течение 10 лет являлся народным комиссаром финансов. Но, скажем так, учитывая то, что этот человек был довольно творческий, он все-таки мечтал о том, чтобы именно реализовывать себя в полной мере. Но, как оказалось, на этом посту он занимался, как он сам пишет, расклейкой плакатов о займах. Но даже будучи на этом посту, продолжал проявлять креативность, в том числе печатал деньги-суррогаты. За что, как говорит Максим Горький, Москва ему за это шею мылила. Также в период гражданской войны он сумел сохранить крепостную башню Якутского острога. То есть он выкупил эту башню у властей города, взамен отдав собственную дачу. Тем самым он сохранил, скажем так, этот объект культурного наследия, который находился в нашем городе вплоть до 2000-х годов. Но, к сожалению, несмотря, скажем так, на его заслуги, и он в 1937 году был арестован по делу Якутской буржуазной националистической организации, был объявлен японским шпионом и в 1938 году расстрелян. Но если возвращаться к теме о финансах, стоит отметить то, что в 1922 году в нашей стране произошла денежная реформа, которая была обусловлена, скажем так, попыткой остановить вот это вот чудовищный процесс по ликвидации той же самой гиперинфляции. Сначала было принято решение о деноминации 23 года, потом 24 года. И в конце концов, к 24 году можно отметить то, что один новый советский рубль 24 года приравнивался практически к 50 миллионам прежних
дореволюционных, советских знаков до 22 года и различных денежных суррогатов. И можно сказать то, что начиная с 24 года у нас начинается уже новая история, то есть финансов в России. И, в принципе, период хаоса и анархии, он в этом плане кончился. Спасибо за выступление. Спасибо, товарищ Александр. Ох уж эти финансы, как говорится, поют романсы, но лучше бы они не пели, лучше бы они шелестели. А теперь не менее интересная часть. Сейчас вы увидите то, что никогда еще не видели. Это пролетарский мультфильм об идейных понятиях Октябрьской революции. И, пожалуйста, к трибуну приглашаю Барановского Саяна. Пожалуйста, товарищ Барановский. Итак, мультфильм производства 1924 года. И на картине здесь четко прослеживается отождествление буржуазии и всего капиталистического класса с вампирами, упырями, животными некоторого рода, и о том, что против них необходимо вести борьбу. Здесь это изображено четко еще и вместе с тем, что на лбах и на различных частях тела у них присутствуют свастики. Немецкая национал-социалистическая рабочая партия, она существует уже с 1920 года, и здесь уже абсолютно четко понятно, в какую сторону идет реверанс. На этой же сценке видно, что буржуй, прочитав пролетарскую газету «Правда», приходит в ужас и пытается посмотреться в зеркало. Обратите внимание, что он в рейтузах и в лосинах, но никак он не абсолютно то, о чем вы подумали, может быть. И здесь, в принципе, эта картина нас подталкивает на идею о том, что это является яркой политической пропагандой. Может быть, несколько обернутая в очень непонятную для современного человека обертку, но тем не менее, так как по существу своей этот мультфильм является первым, одним из первых, по крайней мере, в Советском Союзе, можно увидеть, что все практически идеи, они старались заворачиваться в весьма оригинальную обертку. И посыл здесь еще в этом отношении, в этой связи очень простой, что идея коммунизма
наступают не только по всему миру, но и расширяются на межпланетное пространство. На этом моменте мы видим, что рабочий и красноармеец, сев на свой звездолет, устремляются к Марсу через несколько планет, в том числе и через Луну. И если же, в принципе, логически к этому вопросу подойти и попробовать разобрать это все дело на составляющие, то можно увидеть, что даже несмотря на наличие у буржуазии, у капиталистов бесконечного практически количества денег, фильм нам демонстрирует о том, что несмотря на все это, их идеи Ленина, они будут праздновать свое торжество еще и на планете Марс. А дальше уже смотрим без моих комментариев о том, что происходит на другой планете. Спасибо, благодарим за замечательный мультфильм. И, оказывается, очень интересно и показательно показали еще тогда, в те годы, 20-е, да, в советском мультфильме «Звездные войны» и интересный советский призыв пролетариата. Все это очень хорошо вжилось в этот короткий мультфильм. Теперь, дорогие дети, с великой радостью сообщаю, что к нам оказал честь и приехал
сам вождь народа. Аплодисменты. Первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин. Ура! Что же, собственно говоря, рад вас поздравить, дорогие товарищи, с тем, что вы успешно закончили сие замечательное мероприятие, где провели множество интересных лекций. Что это такое советская власть? Советская власть дала нам все, в том числе и автономию, в том числе и для республики. Она сделала многое. Если бы не советская власть, с населением республики поступили бы, наверное, так же, как американцы с индейцами. Но благодаря, в общем-то, советской власти у нас появилась автономия. И такие товарищи, как Амосов, Аюнский и Барахов и прочие, вполне успешно проводили нужную нам политику в области советизации и развития. К сожалению, немножко мы отступили от советской власти, но даже Путин недавно признал, что капитализм зашел в кризис. Следовательно, советскую власть нужно возвращать и, соответственно, а возродить ее невозможно без изучения истории, так сказать, опыта истории. И, соответственно, в этом нам всегда поможет музей «Россия. Моя история» с бессмертным Дмитрием Дмитриевичем Соловьевым в качестве директора. И потому мы, в принципе, замечательно провели мероприятие. Так что поздравляю вас всех с его окончанием. Ура, товарищи! Восстановим советскую власть! Спасибо, спасибо. Что ж, на этом наше торжественное собрание заканчивается. И мы надеемся, что вам понравилась новая подача. Пожалуйста, пишите свои отзывы, подписывайтесь. И пусть вся власть будет в ваших руках. До новых встреч. До свидания.